Приветствую вас, зрители телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. В Якутии прошли очень насыщенные выходные. После трехгодичного перерыва празднования Исеха Туймады прошло очень масштабно и ярко. О нашем национальном традиционном празднике узнал, пожалуй, весь мир. Итак, сегодня я расскажу некоторые яркие моменты с празднования Исеха, а также поведаю о национальном празднике нашего братского народа татаров. Юбилейный 25-й Исех стал самым большим национальным праздником в России. Мероприятие посетили сотни тысяч человек, в том числе представители нескольких десятков субъектов России, а также многочисленные гости и туристы со всего мира. Самый масштабный Асохой в Якутии в этом году был именно на Исехе Туймады. Более 100 тысяч человек посетили Исех Туймады только в первый день. Ну а люди со всего мира продолжают поздравлять якутян. Своеобразной Асохой станцевали африканцы. При этом написали надпись на якутском языке «Үрүн туннах үгэхэнан». Пожалуй, одним из самых ярких мероприятий, которые прошли на Исехе Туймады, стал татарский праздник Сабантуй, который прошел в рамках Дней Татарстана в Якутии. В следующем материале я расскажу о истории и традициях самого веселого татарского праздника. Считается, что Сабантуй появился чуть ли не 1000 лет назад. Сабантуй – слово тюркского происхождения. Состоит из двух частей – сабан, что значит плуг, и туй – торжество или праздник. В языческие времена главной его целью было задабривание духов, чтобы осенью они не спаслали хороший урожай. Праздник сезонный знаменует окончание посевной, поэтому четкой даты для него нет. При этом в Татарстане их проводят в несколько этапов. Сначала в деревнях и селах, потом в райцентрах, ну и завершается Сабантуй масштабным праздником в столице региона. Все татарские традиции и обычаи заложены именно в этом празднике. Есть такой обряд угощения пожилыми женщинами из общины детей на природе кашей. Их кормят кашей на природе и собранных продуктов. Во время подготовки, значит, собирает по деревням, ходит по домам продукты. Кто яйца дает, кто что, крупу кто дает. Потом варят вот эти солидные женщины в возрасте, варят для детей кашу на природе. Они этой кашей наедаются и начинают там резвиться. Вот это какая. Потом красиво есть такой обряд, как сбор подарков. По деревням все ходят и собирают подарки для батыров, для участников вот этих вот всяких игр. Вот. Но самый красочный считается подарок – это вышитое полотенце яшкилен. Молодой, замужней женщиной после предыдущей Сабантуи, которая ушла замуж, вот ее полотенце, вышитое, как правило, орнаментировано, оно считается самым ценным. Вот это полотенце является главным призом для батыра. А помимо этого полотенца, это идет с глубины традиции, вот это полотенце, еще вот этого барана в обязательном порядке. Ну и по современным меркам автомобиль. Также и сейчас победителю борьбы приз квадроцикл. Татарча кореш – разновидность борьбы на поясах. Пояс или полотенце не завязывают узлом, а накидывают на спину соперника, намотав свободные концы на кисти рук. Борьба ведется только стоя, и главная задача схватки – повалить соперника на спину.
На всех состязаниях принимали участие все желающие. Были такие народные игры, как бег с коромыслом, с яйцами, бои мешками на бревне или вот народная забава. Нужно с первого раза завязанными глазами разбить палкой стоящий на земле глиняный горшок. В Якутии на Исехе впервые проводится сабантуй. Он прошел зрелищно. С Татарстана приехали именитые артисты, ансамбли и оркестр. Участие в играх принимал глава республики Айсен Николаев, ознакомил с традициями татар президент Татарстана Рустам Минниханов. Якутян приятно удивила песня, прозвучавшая на якутском языке в исполнении татарской певицы. А гостям с Татарстана также понравился национальный праздник Исех. Они были удивлены масштабами празднования. Люди очень добрые, улыбчивые, спокойные. И умеренность жизни, вот здесь оно видно. То, что вы живете в радости, спокойствии и в дружбе со всеми другими народами. Поэтому я считаю, что и сегодняшний праздник, он уникальный праздник. Я сегодня столько народу никогда не видел на таком большом празднике. Мне кажется, по-моему, весь Якутск вот здесь, там уже только даже собак не осталось, потому что все здесь. Но что мне нравится, то, что сплоченность. Палаточный лагерь, все вместе танцуют, обрядовые танцы, песни, обычаи все сохранены. Народ играл в задорные игры до вечера, а на сцене были представлены зрелищные номера. Также гости могли полакомиться национальными блюдами татарской кухни. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Ну а теперь я хочу показать вам фрагмент как раз-таки о том, о котором я рассказывала в предыдущем сюжете. Отрывок исполнения татарской певицы Гульназ Султановой песни на якутском языке. Я долго думала, какой взять репертуар, что выучить. И тут мне кто-то сказал: а ты не хочешь, говорит, спеть им на якутском языке? И скинул песню мой один знакомый, вот эту песню «Чумалине». Я послушала, мне она очень понравилась. Ну, я понимала, что язык очень сложный, я 3 недели учила, если честно, потому что, ну, для меня это что-то новое. Но песня, конечно, очень красивая. И вот, вроде правильно, да, по произношению как? А, нормально. А вот что похоже есть с вашим языком, что похоже есть? Вот слово «кыщаны» — это девушка у нас, «кыщаны». Потом что там еще? Ну там буквально 2-3 слова только схожи с нашим языком. Это же тюркский язык. Он вроде, когда слушаешь, кажется, что похож на татарский, но когда начинаешь учить, абсолютно по-разному. И выговариваешь, и не слышишь. У меня даже в один момент были слезы, потому что я понимала, что я не могу, вот, ну не учиться и не учиться. А потом через 2 недели он как-то запомнился. Сейчас уже как будто я все время пела эту песню. То есть, да, вот. Помимо организации празднования национального праздника Сабантуй в рамках Дней Татарстана в Якутске прошло множество других ярких мероприятий. К примеру, в Государственном театре оперы и балета прошел концерт татарских мастеров искусств совместно с якутскими артистами. Событие приурочено к столетию якутской автономии. Мы проводили столетие Республики Татарстан. Большая делегация из Республики Саха-Якутия провела дни Якутии нашей республики. Сегодня у нас ответный визит, и мы тоже хотим очень достойно показать нашу республику, поздравить наш братский народ. Вот уже было сказано, у нас много общего, и мы очень близки. На концерте были представлены и национальные традиционные якутские танцы. Артисты с обеих сторон, с обеих республик заметили и отметили то, что у них очень много общего. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся уже сегодня в эфире телеканала Якутия 24 в 17 часов. Всем отличного дня!